О самых заметных событиях четверга вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о темах. Большие задачи, борьба с бедностью, поддержка многодетных и новые нацпроекты. Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Озвучим главное. Спустя 5 лет ожиданий новый дворец культуры и спорта для людей с ограниченными возможностями здоровья распахнул свои двери. Испытания на новой местности. Якутский пожарный гарнизон принял участие в плановых учениях по ликвидации пожара в здании торгового центра «Тысяча мелочей». Мы, дети Севера, в Ледовом парке Якутска открытый городской конкурс. Создают снежные и ледовые скульптуры. Президент Владимир Путин, открывая послание Федеральному собранию, отметил, что сегодня перед страной стоят большие задачи, которые можно решить только вместе. По его словам, Россия доказала, что может отвечать на любые вызовы. При этом в российском обществе преобладают такие ценности, как милосердие, взаимная поддержка, солидарность. Глава государства назвал политическую систему России одной из опор ее суверенитета. Безусловно, реализовать все задуманное мы сможем только вместе. Задачи большие. Мы с вами уже доказали, что способны решать самые сложные задачи, отвечать на любые самые сложные вызовы. Мы, например, отразили агрессию международного терроризма, сберегли единство страны, не позволили разорвать ее на части в свое время. Мы поддержали наших братьев и сестер, их волю быть с Россией, и в этом году 10 лет легендарной русской весне. Но и сейчас энергия, искренность, мужество ее героев, крымчан, севастопольцев, жителей восставшего Донбасса, их любовь к родине, которую они пронесли через поколения, безусловно, вызывает гордость. Мощности вооруженных сил России выросли многократно. Об этом также сообщил президент страны. По его словам, стратегические ядерные силы государства находятся в состоянии полной готовности. Комплекс «Кинжал» эффективно используется в спецоперации. В общем и целом, все прежние планы по развитию российской оборонной сферы выполнены. В заключении темы вооружения глава государства назвал голословными вбросами утверждения о якобы планах России разместить ядерное оружие в космосе. Наши вооруженные силы обрели колоссальный боевой опыт. Это касается взаимодействия всех видов и родов войск, современной тактики и оперативного искусства. Прошла закалку целая плеяда талантливых командиров, которые берегут людей, грамотно исполняют свои задачи, используют новую технику, успешно решают поставленные перед ними задачи. И хочу сказать, что это во всех звеньях. От взвода и оперативного звена до самого высшего звена руководства. Мы видим, который был достигнут. В ходе своего послания Владимир Путин назвал одной из самых острых проблем России – невысокие доходы, в том числе многодетных семей. По его словам, проблема бедности прямо затрагивает более 9% населения. Нужно к 2030 году добиться уровня ниже 7%. Глава государства поставил задачу вдвое сократить к 2030 году бедность среди многодетных семей. В том числе Путин поручил продлить до 2030 года программу льготной семейной ипотеки, сохранив ее базовые параметры. По словам президента, ставка по семейной ипотеке останется на прежнем уровне для семей с детьми до 6 лет. МРОТ к 2030 году должен увеличиться почти вдвое, до 35 тысяч рублей, что отразится на размере зарплат и пособий. В России больше 2 миллионов. Нужно поставить четкие цели и последовательно двигаться к их решению, к их достижению. Добиться, чтобы к 2030 году уровень бедности в России стал ниже 7%, а среди многодетных семей снизился более чем в 2 раза, хотя бы до 12%. То есть мы должны сделать особый акцент на снижение бедности прежде всего для многодетных семей. Понимая, что в целом борьба с бедностью – это задача непростая, она носит абсолютно системный характер, многовекторный. Поэтому, повторю еще раз, важно, чтобы все меры, которые мы принимаем в этой сфере, все инструменты, которые используем, были эффективными и действенными, давали ощутимый, реальный результат для людей, для семей наших.
Мы выбираем жизнь. Такими словами Владимир Путин открыл блок послания Федеральному собранию, посвященной теме демографии. Президент сообщил, что Россия была и остается оплотом традиционных ценностей, и ее выбор разделяют люди по всему миру, в том числе на Западе. По словам Путина, большая многодетная семья должна стать нормой в России. Президент поставил задачу добиться устойчивого роста рождаемости в ближайшие 6 лет. Поддержка семей с детьми – наш фундаментальный нравственный выбор. Большая многодетная семья должна стать нормой, философией жизни общества, ориентиром всей государственной стратегии. В горизонте ближайших 6 лет присоединяюсь к вашим аплодисментам. В горизонте ближайших 6 лет мы должны добиться устойчивого роста рождаемости. Для этого будем принимать дополнительные решения в системе воспитания и образования, регионального и экономического развития. О поддержке, о повышении качества жизни семьи будет идти речь практически в каждом разделе послания. Наберитесь терпения, оно только начинается. Путин объявил о запуске нового национального проекта «Семья». Глава государства отметил, что в рамках данной программы регионы с низкой рождаемостью получат в ближайшие годы до 75 миллиардов рублей на расширение мер поддержки семей. Глава государства также поручил продлить до 30 года программу льготной семейной ипотеки, сохранив ее базовые параметры. Выплата в 450 тысяч рублей на погашение ипотеки при рождении третьего ребенка будет продлена до 30 года. Нужна постоянная работа, направленная на повышение качества жизни семей с детьми, на поддержку рождаемости. И для этого мы запустим новый национальный проект, который так и называется «Семья». В ряде конкретных инициатив прямо сейчас и скажу. Первое. Российские регионы в дополнение к федеральным программам реализуют свои меры поддержки семей с детьми. Я хочу прежде всего поблагодарить коллег за эту работу и предлагаю дополнительно помочь субъектам федерации, где уровень рождаемости ниже среднероссийского. Это особенно важно для Центральной России и Северо-Запада. Вот в 2022 году в 39 регионах суммарный коэффициент рождаемости был ниже среднероссийского. До конца 30 года направим таким регионам не менее 75 миллиардов рублей, чтобы они могли нарастить свои программы поддержки семей. Средства начнут поступать со следующего года. Вклад в будущее. Также Владимир Путин поручил запустить в этом году новый национальный проект «Молодежь России», который будет посвящен будущему страны. В России будет введена дополнительная выплата в 5000 рублей в месяц для всех советников, директоров по воспитанию в школах и колледжах, сообщил президент. Глава государства предложил с 1 марта увеличить федеральную выплату за классное руководство и кураторство групп в техникумах до 10 тысяч рублей. Предлагаю консолидировать позитивный опыт в сфере молодежной политики. И уже в этом году запустить новый национальный проект «Молодежь России». Это должен быть проект о будущем и для будущего нашей страны. Именно так понимают свое призвание, свою высокую миссию и ответственность за молодые поколения наши школьные учителя. Огромное вам спасибо за ваш подвижнический труд. В том, чтобы ребята чувствовали себя единой командой, обрели опору в жизни, велика роль наставников. А теперь к грядущим выборам президента. В Алдане завершился обучающий семинар для членов территориальной избирательной комиссии. Обучение, включившее теоретическую и практическую части, провели представители Центризбиркома Якутии. В чем особенности организации предстоящих выборов президента России, узнали наши коллеги. Информирование граждан, выдача избирателям бюллетеней, применение сейф-пакетов, составление протоколов по итогам голосования – эти и многие другие вопросы обсуждались на прошедшем в Алдане семинаре для членов территориальной избирательной комиссии. Обучение по подготовке к выборам президента страны проводили представители Центризбиркома Якутии. В рамках проведения избирательной кампании по выборам президента страны мы проводим мощные семинары с нашими участковыми избирательными комиссиями, с территориальными избирательными комиссиями, освежаем память.
В ходе обучающего семинара упор был сделан на особенности предстоящих выборов президента России. Представители Центра избиркома подробно остановились на организации голосования вне специально оборудованного помещения, а также рассказали слушателям о закрепленных в законодательстве нововведениях. Новшества у нас по кандидатам были введены. Сейчас у нас на должность президента страны может претендовать человек, который 25 лет уже проживает на территории нашей страны. В Алданском районе 28 избирательных участков. Организацию и проведение выборов обеспечивают порядка 250 сотрудников, а всего избирательным правом могут воспользоваться более 28 тысяч человек. В единые дни голосования подсчет заполнивших бюллетеней граждан в численном и процентном соотношениях ведется постоянно. Данные из Алданской ТИК поступают в Центр избирком. Такие семинары очень важны для всех членов участковых избирательных комиссий, организующих и проводящих выборы. Помимо того, что будет именно теоретическая часть, с членами комиссии проведут еще практическую часть. Да? Это именно перемещение бюллетеней в сейф-пакеты, да, оформление актов по перемещению бюллетеней в сейф-пакетов. В ходе обучения члены Алданской территориальной избирательной комиссии ознакомились со схемами действий, которые прописаны на каждый день голосования. По завершении семинара слушатели могли задать представителям Центра избиркома Якутии вопросы. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. Новый двухэтажный дворец культуры и спорта для людей с ограниченными возможностями здоровья спустя 5 лет строительства распахнул свои двери. Напомним, ранее здание Дома культуры и спорта было одноэтажным и деревянным, где не имелось соответствующей инфраструктуры. Что находится внутри нового здания, расскажет Даяна Федорова. Чтобы вам здесь было всегда тепло. В торжественной обстановке символично вручили золотой ключик от настоящего дворца культуры и спорта. Разрезав алую ленту, члены Всероссийского общества слепых с особой радостью вошли в новое здание. Мы получили вот золотые ключи. Внутри здания расположились актовые и спортивные залы. Таблички дублируются шрифтом Брайля и тактильными лентами для слабовидящих. Общая площадь комплекса составляет порядка 450 квадратных метров. Я вот сейчас являюсь свидетелем открытия нового дома в каменном двухэтажном варианте по улице Краснояра, 15, на том же месте, где будут работать кружки самодеятельности, секции спорта. Будем стараться продвигать, занимать наших инвалидов по зрению. На сегодняшний день в якутском отделении Всероссийского общества слепых состоят более 2000 человек. Отделение находится в 20 районах республики. А реабилитация, как мы понимаем, включает в себя одни из самых таких более эффективных направлений. Это, конечно, спорт и культура. Да? И поэтому вот сегодня открытие вот такого культурно-спортивного реабилитационного комплекса для нас, конечно, является очень важным событием, потому что оно обеспечит именно предоставление в комфортных условиях именно реабилитационных услуг. Культура и спорт. Во Дворце культуры и спорта будут заниматься творческие коллективы, сборная команда по гандболу, а также организуют другие спортивные секции и кружки. Даяна Федорова, Семен Семенов, Якутск. Узнать о передовых IT-решениях и их влиянии на успех бизнеса сегодня в Республиканском медиацентре смогли все желающие. Круглый стол с фокусом внимания на бизнес собрал действующих и начинающих предпринимателей. Мероприятие проводилось в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом Владимиром Путиным. Слушатели в зале и зрители прямой трансляции в соцсетях смогли задать интересующие вопросы спикерам, лидерам мнений в сфере технологий и экспертам в области IT. Функции автоматизации, мобильные и удаленные решения, кибербезопасность, это и многое другое обсудили на круглом столе. Слушатели узнали о новейших IT-решениях, которые могут повысить эффективность и конкурентоспособность бизнеса. Век современных технологий, бизнес должен двигаться вперед, чтобы развиваться. Та же CRM-система, чат-боты, все это должно быть интересно для бизнеса. А что касается мероприятий, то у нас почти каждый день проходят вебинары, бесплатные для предпринимателей, абсолютно бесплатные, которые могут посетить как предприниматели и физлица, которые планируют открыть свой бизнес.
А якутский пожарный гарнизон принял участие в плановых учениях по ликвидации пожара в здании торгового центра «1000 мелочей». Здание новое, поэтому руководство решило провести тренировку личного состава именно там. Подробности учений расскажет Александр Хавренко. Утром 29 февраля расчеты столичных пожарных частей прибыли к новому зданию торгового центра «1000 мелочей». Сработала пожарная сигнализация. И поступило сообщение на пульт дежурного 01. На верхних этажах здания начался пожар. Большинство работников и посетителей покинули здание, но 7 человек все еще оставались внутри. К счастью, и пожар, и пострадавшие были условными. В этот день пожарный гарнизон Якутска проводил плановые учения. По тактическому замыслу возгорание произошло на 5-м этаже торгового центра. Значит, по легенде, в здании находился персонал в количестве 15 человек на 4-м, 5-м и 6-м этажах. Задача подразделения была непосредственно найти очаг пожара, найти людей, спасти их звеньями ГДЗС. Значит, отрабатывались дополнительные водные. Также было взаимодействие с администрацией объекта, которая передала информацию по количеству эвакуированных, место возникновения пожара и так далее. На учения были привлечены 11 единиц основной техники, 5 единиц спецтехники и более 60 человек личного состава. Одним из первых на место прибыл расчет Руслана Папашева. Занимался, расстановкой сил и средств, поиск пожара и работой личного состава, эвакуация людей. Площадь у данного объекта большая. 4-й, 5-й, 6-й этажи еще пока в основном не функционируют, но площадь очень большая. То есть на 6-м этаже магазин, много стеллажей. Если будет, допустим, люди какие-то останутся внутри, будет очень сложно их искать. Благо, что данный объект имеет, так же как тушение и систему дымоудаления, это может помочь. На объектах с большой площадью очень важно координировать действия всех служб и подразделений, чтобы из зоны внимания не вышел ни 1 квадратный метр помещения. По прибытии наша задача была с резервного входа произвести разведку на наличие пострадавших на 3-м, на 4-м этажах здания. Условно было спасено 7 человек пострадавших и произведена разведка на наличие пострадавших в помещении здания 4-5 этажах. Вот. На данный момент учения производились на оценку, по моему мнению, на хорошо. Здание 1000 мелочей было выбрано не случайно. В эксплуатацию оно запущено в конце прошлого года и большинству пожарных было незнакомо. Но благодаря слаженной работе и правильной координации в течение короткого времени условный пожар был ликвидирован, а условные посетители были эвакуированы. Александр Хавренко, Иван Сорокаумов, Якутск. Российский бизнес развивается. Новую жизнь получают действующие предприятия, открываются новые. Малый и средний бизнес показывает отличные темпы роста. Один из ярких примеров на всем Дальнем Востоке – тепличный комплекс «Саюри». Комплекс обеспечивает до 25% потребностей населения Якутска свежими овощами. О новых достижениях «Саюри» в сюжете. Александр Азаров – опытный овощевод, агроном. Работает в «Саюри» почти 2 года. Сам признается, попасть на работу в тепличный комплекс была его мечта. Особенно, отмечает Азаров, радует то, что хобби удалось превратить в специальность. Данный комплекс «Саюри» был построен благодаря поддержке нашего президента Владимира Путина. И изменения достаточно серьезные. То есть комплекс увеличивается, расширяется и, насколько известно, ожидается даже 2-я очередь. Это все благодаря президенту. Эта модернизация в буквальном смысле дает свои плоды. За минувший год в «Саюри» вырастили 2500 тонн овощей. В основном выращиваются огурцы, томаты и зелень. Сегодня «Саюри» обеспечивает до 25% потребностей населения Якутска в свежих овощах. В первую очередь снабжают свежими овощами детские сады, школы, больницы и другие соцучреждения. Прежде всего, нам нравится видеть радостные лица покупателей в наших магазинах. Также счастливого ребенка, держащих в руках вкусную ароматную клубнику. Ну и если подытожить, нет лучшего мотиватора, чем выполнение поставленных задач. Лучшие показатели работы комплекса – положительные отзывы покупателей. Они отмечают качество продукции и богатый ассортимент. Многие закупают продукцию целыми ящиками. Понравилось тем, что она натуральная, но ближе к нам, к себе, не то что вот привозные. И нам очень понравился этот вкус и то, что она
натуральная такая, ну и естественная. Можно с уверенностью сказать, российские предприятия и бизнес активно развиваются. Действующие получают обновления, а новые открываются и совершенствуются. Причем это развитие стало возможным благодаря поддержке отрасли президентом и правительства страны. И эта работа будет продолжена. Аманотов, Элита Махно, Якутск. Мы, дети Севера. На территории Ледового парка открытый городской конкурс, посвященный году семьи в России и году детства в Якутии. В снежную сказку погрузилась моя коллега Вероника Таюрская. Впервые конкурс прошел в 2014 году, а уже сегодня соревнования проводят в 6-й раз. Фестиваль способствует развитию традиций, популяризации и совершенствованию искусства юных мастеров художественной обработки льда. В связи с годом детства в Якутии конкурс имеет тему «Счастливое детство». Нынче с годом семьи мы решили сделать еще именно по снегу конкурс для семьи. И вот из разных улусов к нам присоединились, также города Якутска есть 10 команд. Так, и вчера был у нас конкурс по ледовым скульптурам, было объявлено 16 команд. Здесь по снежным скульптурам сейчас есть 10 команд. По условиям конкурса участникам выдаются ледовые и снеговые блоки, а также основное оборудование в виде ведер и лопат. Саян Атастыров умело орудует стамесками и зубилом, ведь он в этом деле не новичок. Впервые он пришел в этот вид искусства 4 года назад. Отец и сын создают композицию, носящую название «Мечта». Лежит так и мечтает. Хотел на небо смотреть и мечтает, что на самолете ехал и с парашютом. Впечатление отличное, очень хорошо. Все умеют сделать скульптуру. Все очень достойные противники. Впервые в соревнованиях участвует семья Григорьевых из города Якутска. О конкурсе родители Гаврил и Сахая узнали от своего ребенка Богдана, который занимается в детской художественной школе. Имея за плечами опыт по изготовлению небольших фигур, юноша загорелся идеей попробовать свои силы в создании снежных скульптур. Увлекаясь охотой, семья решила выполнить произведение по тематике охота. Наша композиция называется «Добыча». Мы делаем охотника с добытой птицей. Это, в конце концов, должна получиться птица. Тетерев косач. Получится, не получится, не знаем. Попробуем, по крайней мере. Весело, чем в конторе сидеть. Тем более день рабочий отпросился. На свежем воздухе работаем. Снежные скульптуры становятся неотъемлемой частью зимы, приковывая к себе взгляды окружающих. Само создание фигур требует не только мастерства, но и полета фантазии. Вероника Таюрская, Илья Сыромятников, Якутск. И последнее. Сегодня в Театре эстрады студенты 2-го курса эстрадного пения выступили с отчетным концертом. Таким образом, они защитили свою практику. Несмотря на юные годы, молодежь исполнила свои номера не хуже, чем именитые артисты. Концерт состоял из 3 актов и 28 номеров. Также практикантам помогали в качестве подтанцовки студенты хореографии. Концертом руководил преподаватель Якутского колледжа культуры и искусств Станислав Олис. Хотя не только 2-й курс, но, мне кажется, сегодня очень хорошо будет показывать такой большой концерт, потому что репертуар очень сложный. У нас концертная программа делится на 3 блока. Первый блок – это больше авторские песни, сольные песни, известные песни. Второй блок – это полностью ансамблевые песни, акапеллы. То есть без сопровождения музыки и так далее, они поют полифонию. А 3-й блок у нас инструментальный ансамбль играет, сами же играют, сами и поют. Таким наши корреспонденты увидели уходящий день. Всего доброго и до свидания.